прямом эфире информационная программа «Новости». В студии Матлюба Раджабова. Здравствуйте. Развитие зеленой экономики и зеленой энергии – один из способов успешного решения проблем, связанных с изменением климата. О глобальных инициативах президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона в области воды, климата и сохранения ледников расскажет Карим Хайдар. Водные ресурсы играют ключевую роль в процессе адаптации к изменению климата и устойчивости, а также снижения уровня его последствий. Правительство Республики Таджикистан приняло национальную стратегию по адаптации к изменению климата на период до 2030 года. Увеличение числа природных стихийных бедствий, связанных с водой, подтверждает тесную связь воды с изменением климата. Таджикистан эффективно реализует стратегию развития зеленой экономики на 2023-2037 годы. В ходе своего выступления в Нью-Йорке на 79-х всеобщих дебатах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 24 сентября 2024 года президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, выступил с глубоким анализом политики прогресса в области воды и санитарии и назвал важным использование платформы Душанбенского водного процесса для реализации результата водной конференции Организации Объединенных Наций 2023. Одной из главных тем выступления лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, были вопросы, связанные с изменением климата, которое привело к стремительному таянию ледников и уменьшению объема речной воды в различных частях мира, в том числе в Центральной Азии. Водные ресурсы сегодня находятся под серьезным воздействием изменения климата. Яркий пример этого явления мы видим в интенсивном таянии ледников на глобальном уровне, включая ледники Таджикистана, которые составляют до 60% водных ресурсов Центральной Азии. По словам специалистов, к 2032 году производство электроэнергии в стране будет полностью обеспечено за счет возобновляемых источников, то есть на 100% зеленой энергии. Сейчас 98%. На этой основе по международным стандартам до 2037 года выбросы парниковых газов будут сведены к минимуму. То есть Таджикистан, как ведущее государство мира по развитию зеленой экономики, в 2037 году фактически становится зеленой страной. Проблема изменения климата и его последствия – одна из проблем, волнующих мировое сообщество. Лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, последовательно выступает с высоких трибун авторитетных региональных и международных организаций об угрозе изменения климата, привлекает внимание общественности к этому вопросу и вносит предложения в интересах человечества. Погодные явления, штормы, сильная жара, наводнения, засухи и лесные пожары наблюдается все чаще и чаще по мере изменения климатических условий. Эти погодные и климатические изменения влияют на здоровье как прямо, так и косвенно. Таджикистан – страна глобальных водных инициатив. Так, в настоящее время по инициативе Таджикистана и объявленной Организацией Объединенных Наций реализуется международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы. 2025 год – Международный год сохранения ледников. Это пятая инициатива Таджикистана. Это одна из уникальных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, на основе которой высказанные предложения президента страны, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, получили поддержку государствами-членами Организации Объединенных Наций, в том числе объявление 21 марта Всемирным днем сохранения ледников, объявление 2025 года Международным годом сохранения ледников, создание Международного трастового фонда при ООН для содействия сохранения ледников, проведение в 2025 году Международной конференции по сохранению ледников в городе Душанбе. Таким образом, Республика Таджикистан, чтобы внести свой вклад в решение глобальной климатической проблемы, реализует множество инициатив на глобальном и региональном уровнях, целью которых является прежде всего содействие предотвращению негативных последствий изменения климата и укреплению сотрудничества в решении экологических проблем, особенно таяния ледников на региональном и глобальном уровнях. Карим Хайдар, Зухра Самадова, новости. В столице Таджикистана проходит первая международная туристическая выставка «Душанбе-2024». Выставка организована по инициативе председателя Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали.
Первая международная туристическая выставка «Душанбе-2024» проходит по инициативе председателя Маджлиса Милли, Маджлиса Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, и приурочена к Всемирному дню туризма. На выставке, которая проходит в Душанбинском международном выставочном центре Душанбе-Экспо, субъекты туризма Таджикистана, особенно города Душанбе, а также его города-побратимы и города-партнеры, в том числе туристические компании, авиакомпании, гостиницы и рестораны, лечебно-оздоровительные учреждения, культурно-исторические и развлекательные учреждения представили свою продукцию и услуги. Выставка организована в сотрудничестве с Комитетом по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан при содействии туристических компаний с целью развития сферы туризма, создания туристического рынка региона в городе Душанбе, представления богатого природного, туристическо-культурного и лечебно-оздоровительного потенциала страны, изучения передового опыта, привлечения прямых иностранных инвестиций, реализации туристических проектов, укрепления отраслевого и побратимского сотрудничества, развития партнерских отношений с субъектами туристических услуг и на этой основе разработки совместных туристических стратегий. По словам участников мероприятия, проведение подобных выставок является одним из эффективных путей привлечения иностранных туристов и прямых инвестиций, также лучшего представления обслуживания, создает условия для расширения сотрудничества между городами и столицами, субъектами обслуживания сферы туризма и заинтересованных кругов. Душанбе очень понравился мне лично. Я была впечатлена данным городом, потому что он достаточно бурно развивается, и здесь есть совмещение, скажем так, прошлого и настоящего, потому что здесь очень много современности, чтобы посмотреть красиво по городу. То есть можно провести совершенно спокойно несколько дней, потом поехать в горы, посмотреть озера ваши красивые. И, соответственно, здесь есть история, и это очень немаловажно, да, тут Великий Шелковый путь, это очень здорово, и я думаю, что для российских граждан это прекрасная возможность дополнительно провести неделю в Таджикистане и посмотреть интересные места. Ваша кухня – это просто что-то божественное, на самом деле россияне любят попробовать различные кухни, и в том числе приятно, когда, во-первых, впечатлили ваши большие порции, то есть по ресторанах, кафе у вас действительно большие порции, и мало того, что это вкусно, так еще и много, и за приятные совершенно цены. Это здорово. Первое, что бросается в глаза по пути из аэропорта, это ваши прекрасные улицы, новые здания со своей вот атрибутикой, со своими какими-то национальными особенностями, чистота, ширина проспектов и огромное количество цветов. Очень красиво, нам очень нравится. Надеемся, будем исследовать дальше город ваш. Первый в истории таджикского спорта чемпионат мира по дзюдо среди юниоров в столице Таджикистана, городе Душанбе, пройдет со 2 по 6 октября текущего года. Заявку для участия в этом престижном чемпионате подали более 540 спортсменов из около 70 стран мира. Нашу страну в домашнем чемпионате мира представят 17 юношей и 7 девушек. В столице Республики Таджикистан, в городе Душанбе, состоится еще одно спортивное мероприятие мирового уровня – чемпионат мира по дзюдо среди юниоров. Это станет важным событием в истории таджикского спорта и предоставит уникальную возможность молодым дзюдоистам из разных стран продемонстрировать свои таланты на мировой арене. Организаторы уверены, что мероприятие не только станет грандиозным праздником спорта, но и внесет значительный вклад в развитие дзюдо в Таджикистане. По словам представителей Федерации дзюдо страны, этот турнир оставит незабываемый след в истории таджикского спорта и будет способствовать укреплению международных спортивных связей. Чемпионат мира по дзюдо среди молодежи станет важным шагом к популяризации данного вида спорта в Центральной Азии, а также предоставит уникальные возможности для юных спортсменов заявить о себе на мировой арене. Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений социальной политики государства. Реализуется в образовательной, культурной, здравоохранительной, молодежной, национальной, международной сферах. В период независимости на территории страны, то есть для подростков и молодежи, было построено более 11 тысяч спортивных сооружений. В республике функционирует 126 стадионов, 7,6 тысяч спортивных площадок, 2,2 тысяч спортзалов, бассейнов и оздоровительных комплексов.
Данные сооружения повысят уровень физической подготовки молодежи и способствуют развитию спорта в Таджикистане с целью укрепления и улучшения физического здоровья подрастающего поколения и популяризации здорового образа жизни среди молодежи. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами.